Совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям было проведено в связи с напряженной пожароопасной обстановкой в городе. По последним данным, на начало мая в Сибае было зарегистрировано 28 пожаров. За аналогичный период прошлого года таких фактов было 18. Рост составил 55,6%. С начала года при пожарах погибли 3 человека. Это рост на 300% к уровню 2016 года. В большинстве своем причиной огненных происшествий является ненадлежащее соблюдение правил пожарной безопасности жителями города. Значительный рост числа пожаров зарегистрирован по следующим причинам. Неосторожное обращение с огнем – 8 против 3, рост на 63%. Неправильность и нарушение правил эксплуатации печей – 5 против 5. Неисправность и нарушение правил монтажа электрооборудования – 9 против 6, рост на 33%. С наступлением весны становится актуальной проблема стихийного сжигания сухой травы. Теплая и ясная погода приводит к повышению уровня пожароопасности. Прошлогодняя трава быстро вспыхивает на солнце и легко загорается от любой искры. Травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни. В связи с этим на совещании комиссии по чрезвычайным ситуациям были озвучены неукоснительные требования по соблюдению правил пожарной безопасности. Пункт 72.1 выжигание сухой травы травянистой растительности может производиться в безветренную погоду при условии, если участок для выжигания располагается на расстоянии не ближе к 50 метров от ближайшего объекта. Второе. Территория вокруг участка для выжигания очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. Третье. На территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не действует особый противопожарный режим. Присутствующим на совещании представителям садоводческих обществ были предложены и рекомендованы меры по предупреждению пожаров на садовых участках. Это раздача тематических агитационных листовок и ежемесячные рейды совместно с сотрудниками МЧС. Также на повестке дня были озвучены актуальные на сегодня вопросы обеспечения пожарной безопасности в летних оздоровительных лагерях для детей. Баймакским межрайонным отделом надзора деятельности профилактической работы перед началом летних каникул запланировано проведение плановых проверок в отношении детских оздоровительных лагерей. Плановые проверки будут проводиться на объекте защиты с круглосуточным пребыванием детей. Это здравница Зурали. Неплановая проверка по контролю за исполнением ранее выданного предписания на объекте защиты будет проводиться муниципальным бюджетным учреждением загородный детский стационарный оздоровительный лагерь «Юлдаш». В муниципальном бюджетном учреждении загородный детский стационарный оздоровительный лагерь «Шифа» и детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, созданных на базе школ, будут проводиться профилактические мероприятия. По докладам всех представителей детских оздоровительных лагерей, необходимые работы по обеспечению пожарной безопасности идут полным ходом. Согласованы даты проведения грядущих проверок соблюдения норм пожарной безопасности в детских учреждениях. Евдокия Титаренко, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.